Привет, я Сергей Дмитрий, в 6 А, мне 12,5. Добрый день. Я Елена Александровна Пахомова, заслуженный ветеран управления гражданской авиации, почетный житель, ветеран труда. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Просим быть вас максимально откровенными. Ну что ж, поехали. Давайте начнем с вас. Ну, давай. Любой вопрос. Давай. Ваше первое воспоминание из детства? Первое воспоминание детства. Я же родилась в 1937 году, далеко, давно. Но вы знаете, вот как-то до войны у меня нету воспоминаний таких. Я, видимо, еще маленькая была, не понимала. А вот война, начало войны, я помню. Вот это вот, так скажем, самые такие, которые потрясли даже ребенка, так как мама провожала отца на фронт, столько слез, и соседей, своих провожали. Ну, просто ребенок вот это запомнил. Вот это вот первые вот такие вот у меня впечатления были. Теперь вы мне. А какое ты событие в своей жизни считаешь самым важным? Ну, все события важны. Но это, конечно же, день рождения мамы. А почему мама? Потому что тогда мы собираем всех родственников. И праздновали, да? Понятно. Значит, любит маму парень. Теперь я вам. Давай. Когда вы были моего возраста, чем вы занимались? Это значит 6 класс, да? Ну, дома. Мы в городе жили, так что, ну, дома, домашняя работа. В школе. Вот в школе у нас очень много работы было. У нас сад громадный был, огород был при школе. Мы это все сами садили, за этим всем ухаживали. Ну, кружки в школе у нас были, очень много кружков разных. И химический, и по физике кружок, и биология была. Вот мы эти там занимались. А дома, если бы нас отпускали уже во двор, гоняли в футбол, баскетбол, лапта, вот такими вот вещами занимаемся. Угу. Теперь вы мне. Да. Как ты думаешь и чувствуешь, когда видишь бездомного человека? У меня к нему идет сожаление. Меня мама всегда учила, чтобы, несмотря ни на что, надо было помогать этому человеку. Вот. Он лучше жил. Ну, всяко бывает в жизни. Это такое дело. Может, у человека просто что-то в один момент все рухнуло. Да, обстоятельства заставили его вот такую жизнь вести. Теперь я вам. Давай. Было ли у вас прозвище? Не, у нас в те годы и прозвища не было. Правда, есть только, вы знаете, вот мы дети, школьники вообще учителей называют, дают прозвища. И у нас был один учитель, у него с ногой проблемы были, и он с палочкой ходил. Так мы ему дали прозвище «Гуляй нога». Вот единственное. А мы между собой никого, девочки там, у нас же в то время была женская школа отдельно, а парни отдельно учились. Так что вот так. Прям как универ. Угу. Теперь я вам. Давай. Что было самым трудным в вашей жизни? Как вы прошли через это? Ну, вы знаете, я бы не сказала. Жизнь вообще-то у меня неплохо сложилась. Хотя вот очень интересно то, что вот наше поколение, вот считайте, до войны родились, войну прошли, пускай детьми, но все равно мы чувствовали эту боль. Потом восстановление народного хозяйства, потом целина пошла, БАМ пошел, освоение севера. И вот в эти годы я и попала сюда на север работать, где я проработала 38 лет в депутатске Устьянского района.
Мгм. Так, теперь я тебе скажу. А вот как ты думаешь, чем твое поколение отличается от предыдущего, то есть от нас, так бы сказать? А, Если честно, ничем. Это просто создают, ну, все время новые тренды и все тому подобное. А так мы ничем от вас не отличаемся. Мы все те же люди. Ну, вот так вот. Но вы гораздо продвинутей нас. У вас вот это гаджеты разные, компьютеры, все прочее. Вы владеете, хорошо владеете этим. У нас этого не было. А уже в возрасте учиться трудно, хотя разные курсы есть и доступно все. Ну вот тут-то различия есть все-таки между нами. Ну да. Да, согласен. Ну, если честно, я тоже с техникой не очень. Тоже не очень. Мгм. А почему? Как-то все сложно, мне кажется. Да. Теперь я вам. Как прошло ваше детство? Детство нормально прошло у меня. Мама, папа, 2 сестры старшие, я была самая младшая, поэтому за мной ухаживали, все мне потыкали, вроде все нормально. Детство хорошее было, я не жалуюсь на свою жизнь. Вот так. У меня все так же. Какая самая трудная вещь, которую ты когда-либо делал? Ну, у меня не было таких вещей. У меня все идет как по маслу. Все хорошо. Молодец. Это хорошо. Мгм. Тоже счастлив. Пока счастлив, раз у тебя все хорошо. Мгм. Давай дальше. Вы помните, как вы в 1961 году услышали, что советский космонавт Юрий Гагарин полетел в космос? Помню. Это я прекрасно помню. Это событие из ряда вон выходящее было. Ведь до самого полета никто не знал с населения, что состоится такой полет. И когда по радио, тогда радио было еще, ТАСС объявила о полете первого советского космонавта на орбиту Земли. Это было 12 апреля 1961 года. Это было такое ликование, такая гордость. Мы так радовались все. Вы знаете, как стемнело, мы все вышли на улицу, весь город прямо, в скверах, люди все смотрят на небо. И вы знаете, среди вот этого мириада звезд мы нашли точку, которая двигалась по небу медленно, медленно. Ну, мы вообще все взорвались прямо радостью. Мы увидели Юрия Гагарина на орбите. Вот такое счастье было. Да. Хотел Да. бы я такое же чувство испытать, когда человек первый раз Маленькая на небе. точка, но она двигалась, так видно было, все начали искать, начали кричать: я нашел, я нашел. Назови самое главное, в чем взрослые не понимают подростков. И вот, отцы и дети, отцы, они всегда думают то, что они Правы. правы, да. Потому что они уже прожили свое. И вот, и они хотят, чтобы дети на их ошибки не наткнулись, помогают им. А дети считают, что когда они им помогают, они им только мешают. И вот, так получается то, что... Конфликтуют, Мгм. вот тут-то и получается. Понятно. Хорошо, молодец, правильно сказал. Что вы почувствовали, когда развалился Советский Союз? А вот тут-то я бы сказала, что, вы знаете, уже опосля, вот когда он развалился, Советский Союз, и можно было сделать, понять разница с тем, что было в Советском Союзе и после, я не имею в виду сейчас, вот именно время вот это наше, то, конечно, было сожаление. Сожаление в чем? Вот много государств отделилось.
границы позакрыли. Какая-то вроде и не вражда, но и дружбы-то не стало. Это было тяжело. Мы же как привыкли? Куда хотим, туда и едем в отпуск. С кем хотим, с тем встречаемся. Мы уважали всех. Мы жили как одна большая семья. И здесь этой семьи не стало. Вот это было большое сожаление. Но вот сейчас оно как-то уже в норму. Потихонечку становится в норму. Ну и будем надеяться, что вообще будет все отлично у нас. У нас сильное государство, так что все будет нормально. Да. Вот самые такие важные вопросы. Ты с нетерпением ждешь, когда станешь взрослым, или тебе неохота взрослеть? Ну, жизнь-то уже не остановить. Да. Это уже такой процесс, когда только смерть его прижмет. Конечно, я хочу повзрослеть. Вот мне сейчас 12, я вот проживаю этот момент, и я знаю, как прожить этот период. Вот мне, когда исполнится 13, я уже буду знать, как прожить 13-летие. И вот, когда мне будет 14, вот так вот. Так Всё и по пойдет, цепочке. да. Будешь взрослеть, молодец. Пожалуйста. Что вы считаете ошибкой цивилизации и что, по-вашему, мешает обществу? Трудный вопрос. Где ты подбираешь такие вопросы трудные для меня? Ну, цивилизация. Ну, цивилизация что мешает? Прежде всего, я бы сказала, мешают войны. Ведь цивилизация – это прогресс, это движение вперед. Это общество людей, которое формируется, которое независимо от внешних факторов движется вперед. И вот и мешают плохие руководители, неумелые правители, катаклизмы, войны, отсутствие свободы, но свободы в таком хорошем, нормальном смысле. Не дозволенность, а именно свобода. Я так считаю. Потому что человек свободный, он творит, он делает хорошую работу, он честно работает. Ну, Вас так и хочется слушать и слушать. правда, Да. спасибо, молодец, правда. Какой праздник ты хочешь, чтобы никогда не существовал? Все праздники важны. Для кого-то они больше, чем важны. Например, там у кого-то в этот день ребенок появился, у кого-то в этот день не стало родственника, или же там победа над чем-нибудь. Да. Вот. У всех праздники ассоциируются с чем-то. Так что мне все праздники. Да, это радость. Мгм. Как вы познакомились со своим мужем? В 1963 году я здесь приехала после предварительной учебы в 88-м объединенном авиаотряде, который базировался в городе Львове. Нас, как комсомольцев, отправили сюда, в Якутию, на развитие авиации. Вот мы приехали, и меня послали в депутатский, где я проработала 38 лет. Там я познакомилась с своим мужем. Это был 67-й год. Как раз в это время образовался Устьянский район по новой территории. Раньше был Верхоянский, который в себя включал и Устьянский, а потом разделился. И как раз вот это был 67-й год. С Якутска приехала комиссия, в том числе мой муж. И вот так мы познакомились. Мы так и работали в депутации. Теперь вы. Какую самую вкусную и самую ужасную еду готовят в школьной столовой? Я надеюсь, и напитки это тоже относятся к еде. Получается, самое вкусное и моя любимая это пюре с... Картофельное пюре с котлеткой. Мгм. А
напитки самые нелюбимые это какао, потому что оно уж слишком разбавленное. Молодец. Вообще, в вашей столовой хорошо готовят. Мы там как были, ходили в столовку. Там хорошо готовят, молодцы. Как вам нравилось быть комсомольцем? Комсомол. Комсомол мне нравилось, например. Потому что мы были всегда впереди всех. Где трудно, туда комсомольцев. Но интересно то, что вот как нас принимали в комсомол, это вообще интересно. Ведь сперва готовились, потом по одному заходили, сидела комиссия и вопросы задавали. В том числе, вот, почему ты хочешь стать комсомольцем? Почему у комсомольский билет стального цвета? Понимаете? Вот такие вопросы. Или еще самый такой тяжелый вопрос. Назовите всех генеральных секретарей коммунистических партий Венесуэлы, Парагвая, и еще там в Турции, в Испании, в Италии. Это самый тяжелый вопрос был. Ну, комсомольцы, конечно, на всех работах. Где что? Давайте, комсомольцы, давайте на уборку, на дом строят, там надо мусор вынести, там надо шпатлевать стены. Ну, всегда были. Ну, весело было, очень весело. Но в мое время еще студенческих отрядов не было. Если бы были, то мы бы и туда ездили. Веселая жизнь была, хорошая жизнь была. Так. Какое твое самое первое воспоминание? Как мы летали в отпуск. В Санкт-Петербург, потом в Сочи, а потом в Санкт-Петербург. 4 рейса у нас было. Это было просто незабываемое ощущение, потому что моя сестра живет далеко от нас, в Санкт-Петербурге. А у меня такое счастье, когда я ее вижу. Ну вот. В Петербург я жила. Я там жила где-то года 1,5, училась. Город прекрасный, люди добрые такие. Ну, давно это было, конечно. Сейчас этот город для молодежи практически. Да. Раньше жизнь была лучше, чем сейчас. Чем? Я бы не сказала. Вы знаете, жизнь это такая штука, что как себе ее построишь, так она и будет. И раньше хорошие моменты были, и сейчас хорошие моменты. Бывают и проблемы. Жизнь есть жизнь. Я считаю, что жизнь нормальна. Просто надо нормально к ней относиться, быть честным, порядочным, хорошо работать, хорошо учиться, продвинутым быть, познавать все, интересоваться всем. Тогда жизнь будет хорошая и интересная. Так. Если какой лучший подарок на день рождения ты получил? Когда у меня проходит день рождения, тогда работают все мои родственники. Там брат, мама. Больше всего мне нравится, когда они устраивают квесты. Задают разные вопросы. Вот ко мне приезжала сестра на мое 12-летие. Устроили квест с вопросами. Там была моя родня. Интересные вопросы. Ну вот. Интересные ответы ты отвечал. Ну, молодец, у тебя, видимо, большая родня. Все тебя любят. Ну, Да, наверное, так. хочется знать. Конечно. Что вы еще хотели бы увидеть и где еще желаете побывать? Ну, я бы не сказала, что я где-то хочу уже. Ну, как-то мне нравится здесь. Я считаю, что это моя родина. Здесь мне хорошо, я живу хорошо. Ничего не хочу я, честно сказать. Хотя я по молодости, конечно, мы много ездили с мужем. Были мы в Чехословакии, были в Болгарии по путевкам.
Ну, через год мы ездили на Черное море, Геленджик, Ялта, Сочи, постоянно в санаториях. Так что я побывала везде, все видела. Мне кажется, мне хватит. В Петербурге были, в Москве много раз. Останавливались в лучших гостиницах, в Украине. Это вообще как красота. Ну, теперь я никуда не хочу. Я уже домоседка. Да вы у нас путешественница. Ага. Какую машину ты бы хотел водить? Ну, естественно, иметь и водить. Дом на колесах. Это и практично, и немножечко экологично. Также я бы хотел, чтобы она ездила на солнечных панелях. Так бы вообще экологика Да. зашкаливала. А такие машины есть? Да, дом на Уже колесах. есть, да? Мгм. Можно хорошо. прицеп, можно настоящий фургон. Ну, желаю тебе, чтобы Мгм. у тебя такой домик был с прицепом еще. Спасибо. Так. Чем вы гордитесь? Чем я горжусь? Горжусь тем, что я жила честно. Жила спокойно. Никому вреда не приносила. Добро, зла никому не делала. Вот этим я горжусь. Ну, вот, больше ничего я скажу, чем я горжусь. Жизнь нормально была. Кто твой лучший друг? У меня есть во дворе девочка Настя. И мы с ней дружим с детства. У нас в общении все хорошо. Практически не ссоримся. Она меня поддерживает где надо. И я ее. Ну, вот. Вы мы лучше. одногодки, нет? Или она младше? Нет, она старше. Старше, да? Она в 7-м, а я в 6-м. Что делает вас счастливым? Ну, счастье. Счастливым делает то, что у меня мама была, папа был, 2 сестры были. Мы жили дружно. Семья рабочая была. Спокойно жили. Даже не знаю, что и сказать дальше по этому вопросу. Ну, вроде так. Замечательно. Что нормально работала. Считалась на хорошем счету всегда, всю жизнь. Очень много училась. Вот это да. Потому что без знаний нельзя было ничего делать. Мы отвечали за безопасность полетов, за жизни людей, за состояние авиационной техники. Поэтому это накладывает на человека ответственность большую. И надо быть очень собранным и знать работу хорошо. Какое шоу ты смотришь? И можешь ли мне порекомендовать? Я, если честно, не очень часто смотрю телевизор. Я больше всего нахожусь в Ютубе. В Ютубе, в ТикТоке. Это так что телевизор я не очень. Ясненько. А вот как ты вот видео, там про зверюшек, какие они забавные. Не смотришь? Ну, вот такое иногда Так, бывает. изредка, да? Мгм. Ну, ясно. Только что посмеяться. Ну да, оно интересно вообще. Желаете ли вы о чем-нибудь? Жалеете ли вы, наверное, да? Да. Жалеете? Нет. Я ни о чем не жалею. Жалею, конечно, что вот родители умерли. Жалею о том, что муж умер. А так ничего, все в порядке. Нормально. Теперь вы. Если бы ты сделал тату, что бы это было? Как ты относишься к тату вообще? Ну, как-то так. Я не очень люблю тату. И моя мама еще как-то не очень одобряет. Так что еще
в процессе над этим. Да, я тоже правильно делаешь. Я тоже как-то отрицательно отношусь к тату. Мне не нравится. Мне нравится, ну, тело человека, оно само по себе красивое. Зачем-то уродовать какими-то красками, какими-то рисунками. Мне это тоже не нравится. Знаете, какое мне сложилось о вас впечатление? Вы прожили всю жизнь, у вас очень много историй, вы очень много запомнили, вы много где побывали, вы просто... Нет слов, как вас описать. Вы очень хорошая женщина. Спасибо, спасибо. У меня тоже хорошее, очень хорошее впечатление об этой юноше. Он очень продвинутый, он много знает, он очень хорошо отвечает. Так что я благодарна тебе за встречу, за беседу. И дальше также учись хорошенько, чтобы быть всегда впереди во всех занятиях и мероприятиях, конечно. Постараюсь везде побывать, на всех мероприятиях. Спасибо. Самая запоминающаяся мне книга — это «Маленький принц». Вот. Экзюпери. Да. Я помню, в детстве мы читали, восхищались. И вот, знаете, на всю жизнь вот эта фраза стала классическая: «Ты в ответе за тех, кого приручил». Здесь оно написано. Так, а я бы порекомендовала, особенно молодежи, Пушкина. Все-таки читайте, мои хорошие, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Некрасова. Это классики нашей мировой литературы. Ни в одной литературе мира нет таких писателей, поэтов, как вот наши. Лев Толстой «Война и мир». Очень занимательная книга. Еще бы я порекомендовала чукотского писателя о жизни чукчей на Крайнем Севере. Это Юрий Ритхеу, писатель «Сон в начале тумана». Вот где-нибудь возьми ее в библиотеке, почитай, тебе будет интересно. Пока! До свидания.